тобою нас вядзеш, дзе кліча Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас вядзеш, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Мы за Христом услед идем, праз грешный свет, о Мария. Хай жага нас заучить, усемогутному хвала. Ты за собою нас вядзеш, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас вядзеш. И мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Номер 12. Мати Христова, все дружно мы Тебе просим, полная ласки, верим Тебе. Пошли нам Сына в святой коммунии, бо без Иисуса так тяжко жить. И все дружно: о Мария, Мария, наша Мати, о Мария, владарка всей земли. Хай молитва у нас полымя запалить, своим детям Ты надею душу вли. О Мария, Мария, наша Мати. Хай молитва у нас полымя запалить, своим детям Ты надею душу вли. Прими, о Мати, сердце малое, радость и горечь наши прими. Хочем с крыницы правды напиться, Твоей молитвы чакаем мы. И все громко: о Мария, Мария, наша Мати. У нас полымя запалить, своим детям Ты надею душу вли. О Мария,
Хай молитва у нас полымя запалить, своим детям ты надею душу лей. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітай, святая Маті, ти народила Володара, який керує небом і землею на віки вічные. Гэтымі словамі антыфону на ўваход распачынаем, дарагія браты і сёстры, паважаныя дзеці, якія абыходзяць свой першы тыдзень белый, святую імшу, калі касцёл Маці аддае чэсць і пашану на свяцейшай Марыі з Фацімы. Сёння ў асаблівы спосаб будзем памятаць гэтыя абяцанні, якія Марыя дала свету для таго, хто будзе прыходзіць да яе праз малітву, просячы заступніцтва у Пана Бога. Гэта святая мша адпраўляецца ў інтэнцыі за нашых памерлых, як заўсёды, як кожнага аўторка. За святой памяці Чэслава, Францішка, Галіну, Вераніку Багушевіч, за Францішка Юндзеля, за Юрія Буйко, за Лукашевіч Ганну, Антона, Чабатуль Яніну, Гайбовіч Марію Ігната, Тармасевіч Галену Вацлава Віктора, Найрановскую Францішку і Мар'яна, за Ядвігу Гарвуковіч у 4-й месяцы пасля смерці, за памерлых сям'і Розель, Зофію, Владислава, Зигмунта, за Ігната Лукашевича, за Моніку Туманович, за святой памяці сям'і Мінцюк, Шиманських, Яцукевич, Юшковських, Антонович, Дашчинський, Загавалка, за Гелену Германт і за душу учисту терпячыя, за Яна Пригодського у 2-ю гадовину пасля смерці, Вікторія, Станіслав, Генуефа, Зенобія, Зигмунд, сям'ї Садовських, сям'ї Барковських, сям'ї Павлюкевич, Мечислав, Амелія, Картанович, Вацлав, Валерій, Владимир Кевлюч, Вікторія Каспірович, Станіслав, Михайлов, Рамуальд Ходиш у 7 месяці пасля смерці, Каспірович Галена, Ян сям'ї Павілойц, Александр Бурачевський, сям'ї Бурачевських, Соколовських, Качан, Круглях, Едуард Буслович у 15-ю гадовину пасля смерці, за Віктора Федоровича, за Геннадія Кільковського у 5-ю гадовину пасля смерці, сям'ї Павловських, Станкевич, Матусевич, за Алексея Мажейка, за Михаила Юркевича у 30-ю гадовину пасля смерці, за Марію Юзефа Юркевич, за Миколая Залоха, за Юлію Казіміра Качан, за Браніславу і короля з родини Юркевич, Зигмунд Бобровський, Михаил Гапон, Михал Боровский у 3-ю гадовину пасля смерці, сям'ї Боровських, Стасілович, Лагунович, Яніна Тадеуш Кахановських, Марія Козловська у 2-й месяці пасля смерці, за Едуарда Гарвуковича, Гірусь Владислава, за Дануту, Яніна Мечислав, Вайгініца, Юзеф, Семен З'ядзіни Янковських, за Болеслава Городецкого, за Юльяна, Зофью, Кристину, Альбина и Валентина, сям'ї Лауцель, Ядвига, Юзеф, Станислав, Леонид, Комса, Леокадия, Богданович Владислава, Юрий Люкович, Стефания Зофья Петрович, Владислава Михальцевич, Мария Люкевич и Марьяна. Другі святар молиться за святой пам'яті Антонія у 23-ю гадовину пасля смерті, за Чеславу у 13-ю гадовину пасля смерті, сім'ї Галуза, випрошуючи для наших померлих життя вічного у будучому світі.
А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Пане наш Боже, Ты учинил найсвятейшую Маті Твоего Сына, так само и нашою Маті. Дай нам силы с дня на день действенно поширать володарство Христа, неостомно трываючи у покаянии и молитвах за избавление свету. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі владарицю єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Amen. Читання книги Дзеяў апосталаў. У тыя дні тыя, хто рассеяўся з заганенняў, што сталіся пасля Стэфана, дайшлі аж да Фінікіі, Кіпра і Антыёхіі, і нікому, апроч юдэяў, не абвяшчалі слова. Некаторыя з іх былі з Кіпра і Кірінеі. Яны прыйшлі ў Антыёхію і прамаўлялі таксама да грэкаў, прапаведуючы Пана Езуса. І рука Пана была з імі, і вялікае мноства паверыла і навярнулася да Пана. Вестка пра іх дайшла да касцёла ў Іерусаліме, і паслалі Барнабу ў Антыёхію. Калі ён прыйшоў і ўбачыў дзеянні ласкі Божай, узрадаваўся і заахвочваў усіх, каб шчырым сэрцам трывалі ў Пане. Бо ён быў муж добры, поўны Духа Святога і веры, і шмат людзей прыхіліліся да Пана. Потым Барнаба пайшоў у Тарс шукаць Саўла, і калі знайшоў яго, прывёў у Антыёхію. Увесь год яны працавалі разам у касцёле і навучалі вялікую колькасць людзей. У Антыёхію упершыню вучні былі названыя хрысціянамі. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Няхай імя Пана праслаўляюць вечна. Няхай ім'я Пана прославляють вечно. Хваліце слугі Пана, хваліце імя Пана, няхай будзе імя Пана благаслаўлёна, цяпер і навекі. Няхай ім'я Пана прославляють вечно. Ад усходу сонца да захаду, няхай будзе праслаўлёна імя Пана. Узвышаны Пан над усімі народамі, Пан над нябёсамі слава ягоная. Няхай ім'я Пана прославляють вечно. Хто падобны да Пана,
Бога нашага, які жыве на вышынях, які схіляецца, каб паглядзець на неба і зямлю. Няхай імя Пана праслаўляюць вечна. Ён падымае беднага з пылу і са смецця ўзносіць убогага, каб пасадзіць яго з вяльможамі, з князямі ягонага народа. Няхай імя Пана праслаўляюць вечна. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаславёная ты між жанчынамі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. І було тоді у Єрусалимі свято посвячення святині. Была зима. Иисус ходил у святыни по бабинце Соломона. Обступили его юдеи и казали ему: «Докуль будешь тримать нас у непевнености? Коли ты Мессия, скажи нам открыто». Иисус отказал им: «Я сказал вам, и вы не верите. Справи, які я чиню у ім'я Отця Моего, свідчать про мене. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овечок. Овечки мої слухають голос мой, і я ведаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя навек, і вони не загинуть ніколи, і ніхто не вирве їх з рук маті. А Отець мой, який дав мені їх, більше за усіх, і ніхто не може вирвати з їх руки Отця Моєго. Я і Отець одно». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Похвален Иисус Христос. Приветствую вас, дорогие детки, во втором дне нашего Белого Тыдня, да. Мы вчера с вами, да, немножко, скажем так, поразмышляли, да, что же такое Белый Тыдень, да. Кто помнит, что это такое? Зачем мы приходим в костел на протяжении 7 дней? Чтобы принять каждый день тело Иисуса Христа. Хорошо. А зачем еще? Чтобы молиться. Чтобы помолиться, да. А зачем еще мы приходим? Чтобы святить разные предметы. Чтобы святить разные предметы, да, хорошо. Чтобы узнать новую Евангелию. Чтобы услышать Евангелие, да, и что-нибудь новое для себя узнать, да, хорошо. Чтобы прийти в гости к Иисусу Христу. Чтобы прийти в гости к Пану Иисусу, хорошо. Чтобы не было грехов. Чтобы не было грехов, да. А уже появились грехи? Ну, наверное, надеюсь, что нет. Потому что от споведи всего лишь прошло сколько дней? Давайте посчитаем. Когда мы приступили? Суббота, воскресенье, понедельник и сегодня вторник. 4 дня, да? Я надеюсь, что вот ваш цвет Альп белый, да, и я надеюсь, что ваше сердце еще тоже такого цвета, как ваши Альпы, да.
ваши одеяния, что они еще не испачканы грехами. Так вот, дорогие детки, мы также должны осознавать о том, что мы приходим на протяжении вот этого вот всего белого тыдня, этих 7 дней, да, в костел, в качестве благодарности Пану Иисусу за то, что Он пришел к нам в наши сердца, да, и также, чтобы вы этот день вашей первой коммунии запомнили на всю вашу жизнь, и тем самым, чтобы вы дальше, в дальнейшем, да, не забывали про Пана Иисуса в святой коммунии. Хорошо, с этим разобрались. Как вы думаете, что важное самое в жизни у человека? Что самое важное в жизни у человека? Не знаете. Вера в Бога. Вера в Бога. А что еще самое важное в жизни такого может быть у человека? Здоровье. Здоровье, хорошо. Семья. Семья, близкие, хорошо. Чистое сердце. Чистое сердце. А что еще? Жизнь. Жизнь, хорошо. И что еще может быть самого важного у человека в жизни? Бог. Бог. Хорошо. Расскажу я вам одну небольшую историю, да. Давным-давно приходит одна женщина, да, к доктору и говорит: доктор, у меня есть одна такая специфическая болезнь, да, но я посмотрела все энциклопедии, да, посоветовалась с другими докторами, да, врачами, и они не могут мне поставить диагноз, да, и я не знаю вообще, как справиться с этой болезнью, да. И доктор достает такой листок, бланк, да, и давай записывать, да, все симптомы, да. И она говорит о том, что самый главный у меня симптом – это раздраженность. У меня не хватает терпения. Я всегда злая. Я всем и всем недовольная. Я вспыльчивая. Я могу от одного не того слова, взгляда вспылить, разозлиться и оскорбить другого человека. Знакомо или нет? Наверное, всем знакомо, да? И врач такой почесал голову и говорит: ну, ты знаешь, я тебя, к сожалению, не вылечу. Но ты сама знаешь, что можно сделать, чтобы вылечиться. И она себе так задумчиво пошла по улице. И в конце концов, да, она услышала звон в костеле, да, и пришла в костел. Пришла в костел, села в лавку, посмотрела по бокам, никого не было, тишина. И ее взгляд упал на фигуру Матери Божией. И она себе такая посидела, посмотрела, потом вспомнила то, что какие есть у нас молитвы, да, до Матери Божией, да. Все вы одну прекрасно знаете, коротенькую, да, «Здравость, Мария». И она начала молиться. И потом она вспомнила о том, то, что самое важное, да, то, что Мария является нашей мамой. И, дорогие детки, помните о том, то, что Мария является нашей мамой небесной, да? Какие мамы наши? Добрые, хорошо. Какие еще? Какие? Хорошее. Хорошие, да, классные, ты говорил. Хорошо, ну классно, не спорю. Какие еще мамы наши?
Заботливые. заботливые, Красивые. красивые, хорошо. Какие еще наши мамы? Терпеливые. Терпеливые, самое главное, да, то, что у них хватает на все терпение. Добрые. Добрые, хорошо. Какие еще наши мамы? Мудрые. Мудрые, да, Хорошие. хорошие. И всеми вот этими словами, да, мы можем описать нашу маму небесную, да, и помним о том, то, что Мария, да, она является в первую очередь такой, скажем так, самой любовью чистой и, скажем так, совершенной, да, которая нас любит, несмотря ни на что. Даже когда мы, например, забываем бывает о Пану Иисусе, да, когда, например, мы идем, например, гулять вместо костела, да, когда мы начинаем, например, обижать слабых, и даже тогда, когда мы совершаем грех. Всегда Мария, мама, остается нашей мамой, и несмотря на то, что мы порой отходим от Бога, да, она всегда нас любит и всегда нас ждет. Поэтому она всегда призывает нас к тому, чтобы мы к ней приходили и обращались в молитвах. Наверное, вчера, да, многие из вас впервые столкнулись с такой молитвой, как летание до Матери Божией, да? Мы стояли долго на коленях, да, органистка пела, да, мы отвечали, да, по молитвенниках тоже молились. Скажите, многие впервые молились летанией? Да, поэтому, дорогие детки, это летание, да, она является очень, скажем так, текст ее появился очень-очень давно и берет свое начало с 1572 года. Появилась, скажем так, первая молитва летаний, да, 43, скажем так, таких просьбы обращения. В общем, молитва летаний, да, она состоит из вступления и группы просьб, обращений к Матери Божией. Само собой, первое, скажем так, вступление во всех молитвах, да, и также взрослые, когда вот мы поем и говорим «Кирия лейсон», «Христа лейсон», «Кирия лейсон», да, мы помним то, что в этот момент мы через святого, либо же Матерь Божью, да, мы обращаемся к нашему Богу Отцу, прося Его заступничества, и также понимая и помня то, что все вот эти вот просьбы, да, идут через святого, либо же Матерь Божью к Богу Отцу. И, соответственно, все дальше группы просьб, да, они направлены в первую очередь к Матери Божией, да, которая нам говорит о том, что Мария является королевой, да, потому что она с душой и телом, она была принята и взята к Пану Богу, то, что Мария является, скажем так, такой королевой, да, то, что она также находится в небе вместе со своим сыном Паном Иисусом. Также идет подтверждение тому, то, что Мария, она была непорочно зачатая. Также у нее было непорочное зачатие с Паном Иисусом и тому подобного. Поэтому, дорогие детки, также у нас есть замечательная молитва Ружанца, да, которую мы сегодня с вами осветим, да. Помним о том, то, что Мария 13 мая 1917 года пришла к простым пастушкам с просьбами, чтобы мы через нее, да, молились за всех грешников в мире. Поэтому помним о том, то, что, дорогие детки, то, что казалось бы, то, что, может быть, мы самые маленькие, да, но наши молитвы, они могут быть великими в глазах у Пана Бога. Договорились? Замечательно.
Праз заступництва Матці Божай, Панны Марыі, якая па волі свайго Сына стала духоўнай маці ўсіх людзей, з даверам скіруем да Бога нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб наследаваў безаганную Марыю у пакорным служэнні Богу і людзям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, каб пад апекай Маці Божай вытрывала ў вернасці Христу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Памолімся, каб кожная маці брала прыклад з ахвярнай любові і служэння Божай Маці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія жывуць у граху, каб пачулі голас Бога, які заклікае іх да навяртання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Памолімся у інтэнцыі гэтай святой імшы, молімся за памерлых, якіх мы ўспамінаем у гэтай святой імшы складковай, а таксама памолімся за Антонія ў 23-ю гадавіну пасля смерці, за Чеслава ў 13-ю гадавіну пасля смерці і памерлых сям'і Галуза, выпрошваючы да іх Божай міласэрнасці і жыцця вечнага ў будучым свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Памолімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб штодзённая сустрэча з Богам вучыла нас быць пакорнымі і удзячнымі за Яго міласэрнасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Божа, малітвы свайго касцёла і учыні, каб пад мацярынскай апекай Маці Божай Марыі Ён вёў усіх Тваіх дзяцей да нябеснай айчыны, праз Христа, Пана нашага. Номер 6. Тобі ахвярую, Пане мой, все моё жыццё, і цяпер я Твой назаўсёды. Гэта маё сэрца, паглядзі. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я Твой назаўсёды. Гэта маё сэрца, паглядзі. Ты любоў моя адзіная. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Просім Цябе, Пане, малітвы і ахвяры Твайго народа, які Ён Табе прыносіць, каб праз заступніцтва Найсвяцейшай Марыі Маці Твайго Сына сталі дзейснымі малітвамі, былі выслуханы просьбы кожнага чалавека. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серці. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праславілі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты учыніў у сваіх святых, аддаючы пашану свяцейшай Пані Марыі, складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты учыніў на ўсёй зямлі і сваю міласэрнасць распасцёр па ўсе пакаленні.
Ты глянув на покору своєї слуги і праз яє слав людям збавцю Єсуса Христа, Твоего Сина і нашого Пана. Праз Його Твою велич прославляють хори аньолов, які завсёды радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каб і наші голоси долучилися до їх, разом з ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, криниця всялякой святости. Тому просим Тебе, освяти гэты дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечеру узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крви маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови, разом с папом нашим Леоном XIV, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надзею на воскрешение, и про усіх, хто ў Твою ласce дышоў з гэтага свету, и дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами, со святым Михалом Арханёлом и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Єсуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть у небе,
святися ім'я Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костола Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздоровлена душа моя. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła.
przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam nakazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, a w znaku chleba z nami pozostałeś i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Numer 7. Dobry, Ty jest dobry, Waladari nasz Pan, Ty jest dobry, dobry, Ty jest dobry. Mocny, mocny, Ty jest mocny, Waladari nasz Pan, Ty jest mocny, mocny, Ty jest mocny. Wieczny, wieczny, Ty jest wieczny. Wieczny, Ty jest wieczny, Waladari nasz Pan, chwała Tobie. Mudry, mudry, Ty jest mudry. Waladari nasz Pan, chwała Tobie. Szczodry, szczodry, Ty jest szczodry. Szczodry, Ty jest szczodry, Waladari nasz Pan, chwała Tobie. Dobry,
dobry, Ty jość dobry. Номер 3. Jest jedno imię drogie mi, najdroższe w świecie tym. Muzyką słodkie to imię brzmi, pisane w sercu mym. Sercem kocham Jezusa. Sercem kocham Jezusa. To Jezus mój Zbawiciel Pan, to o Nim śpiewać chcę. On nam zbawienie wszystkim dał, miluje także Cię. Sercem kocham Jezusa. Sercem kocham Jezusa. On pierwszy ukochał mnie. Молимся. Пане наш Боже, Ты пожадал, каб Твой костел на землі був образом небесного Єрусалима. Учини, каб просудил в этом сакраменте мы стали святыней Твоей ласки и вошли у Твою славу. Прас Христа Пана нашего. Amen. А сейчас мы посвятим все наши ружанчики, поэтому достаем их с наших мешочков и поднимаем высоко-высоко вверх. Благословленный Ты, Боже, Отче наш, Ты дозволяешь нам с верой разважать и изъяснять таямницы Своего Сына. Праз ружанцовую молитву умацуй нашу веру, каб мы разом с Марією, Маті Єзуса, разважаючи у серце Його таямницы, радостные, светла, болесные и хвалебные, намагались наследовать их у житті. Праз Христа Пана нашого. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем и псальмы спеваем, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie прославляем и псальмы спеваем, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie прославляем и псальмы спеваем, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Дякуем всем за супольную молитву. Дорогие детки, завтра мы будем освещать все религиозные предметы. Поэтому не забудьте, кому дарили образы, фигурки, крестики и цепочки,
завтра взять с собой на святую имшу. Договорились? А теперь выставим святчего сакраменту и набоженство маевое. О Найсвятейша Остия, веди нас до небесных брам, тревожать моцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один и в Тройцы Бог святый, Тобі хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, почуй нас, Chryste, выслухай нас, Chryste, выслухай нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Świętая Trójca, Jedyny Boża, zmiłuj się nad nami. Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, молися за нас. Świętая Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, молися за нас. Macie Kościoła, Macie miłosierności, Macie łaski Bożej, Macie nadziei, молися за нас. Macie пречистая, Macie беззаганная, молися за нас. Macie непорушная, Macie невинная, Macie najmilejsza, Macie najcudowniejsza, молися за нас. Macie dobrej rady, Macie Stworzyciela, молися за нас. Macie Zbawiciela, Panna najmądrzejsza, Panna chwałygodna, Panna прославлёная, молися за нас. Panna могутная, Panna ласкавая, молися за нас. Panna верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистичная, молися за нас. Wieża Dawidowa, wieża z kości slanowej, złoty domie, kałczek zapawietu, молися за нас. Brama niebiesная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Утешальница
за засмучаних у спомогах християнам. Королева аньолов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всіх святих, королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, святая Богородица. Каб сталися ми годними обіцянням Христових. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам своим слухом тешиться трвам здоровьем души и тела, и прославне заступництво на святейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку, дарить вечной радостью, прас Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, святая Богородица. У наших потребах не погорджай молением нашим. И от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусёды, Анна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поядай. Сыну Своему нас доручай. Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутяшальница наша, Ты заступница наша. Эти величный сакрамент ушануймо щиро все, тратить моц старое право, бо уже новый заповед, что нам разум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного
вечного життя, Духу, що од їх походить, Давцу вечного святла. Amen. Молимся. Божа, праз пасхальну таємницю Христа Ти откупив усіх людей. Заховуй у нас справу Твоєї милосердності. Каб ми не спина, згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоились отримати її плен. Праз Христа Пана нашого. Amen. Будешь и прославлен, честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление. Иисусу честь и подяка вечна. Хай будет вечна Иисусу честь и хвала. Wesel się królowo milo, bo ten, któregoś zrodziła, zmartwychwstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie.